Здравствуйте, мы работаем на полях Петербургского международного экономического форума. И у нас в гостях заместитель премьер-министра правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шильдяев. Александр Николаевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, по поводу форума. Вот накануне было достигнуто сотрудничество о сфере беспилотной летательной авиации. Расскажите детали этого соглашения. Сегодня у нас форум проходит 3 дня, и каждый день проходят мероприятия, которые направлены по нашей отрасли. Поэтому в первый день как раз подводили рейтинг по дронификации. Это та работа субъекта, которая проводится по внедрению беспилотных летательных аппаратов в субъект Российской Федерации. Первый рейтинг, но он как раз показывает ту работу, которая проводится. Это работа с кадрами, то есть начиная с колледжей, университетов, школ, то, что мы большее количество привлекли средств на оснащение школы и колледжей. Второе, это как раз производство, то, что наши три как раз типа беспилотников, это FPV-дроны и большие дроны, вошли в 719 постановление. Это первая такая работа, которая была. Это в части как раз поставки для нужд как раз специальной военной операции. И все в совокупности показало, что мы сегодня в 5 лучших, то есть на 3-м месте. Дает нам как раз основание получать дополнительные льготы и субсидии с федерального Минпромторга. Поэтому работа такая правильная, которую будем точно продолжать. Когда мы говорим, Ради Фаридович, что нужны меры поддержки, в том числе на беспилотии, то есть те гранты, которые у нас идут по линии Фонда развития промышленности, вот как раз помогают нашим вот этим небольшим предприятиям сегодня проводить это. То, что с Евгением Дитрихом вчера обсуждали, там в том числе обсудили вопросы подготовки специалистов, насколько я полагаю. То соглашение, которое было заключено, это как раз в части беспилотных летательных аппаратов. Первое – это покупка для нужд Республики Башкортостан в рамках государственного гражданского заказа. Это для нашего Минлесхоза, для МЧС, то есть те дроны, которые как раз входят в 719 постановлений, можем продавать. И мы как раз хотим наши уже аппараты включать в государственный гражданский заказ и по всей стране как раз продавать. Если говорить по подготовке кадров, да, вот мы в прошлом году привлекли на 20 школ и 1 колледж оборудование для классов. Сегодня с самых маленьких начинаем эту работу. В колледжах, колледж радиоэлектроники активно готовит специалистов. Отдельный блок вывели в нашу ОНОшку, это беспилотные объединенные технологии, как раз группу подготовки участников специальной военной операции. И вот в целом как раз заключили соглашение, в том числе с ГТЛК. А по газомоторному топливу тоже вот накануне был озвучен рейтинг. Мы в лидерах, соответственно. Подытожьте, я имею в виду, расскажите поподробнее об этом, потому что с каждым годом в Башкортостане рынок газомоторного топлива, так скажем, увеличивается. Сегодня принято как раз изменение федерального нормативного документа, где госзакупки техники для муниципальных и государственных нужд приоритет будет на экологическое топливо. Самое экологическое безопасное топливо – это как раз метан. И наша работа с «Газпромом», в том числе с «Газпромом» газомоторного топлива, как раз нацелена на создание инфраструктуры, переоборудование техники, либо закупки новой техники. Сегодня Республика Башкортостан заняла 3-е место, подтвердили мы прошлый результат, то есть мы в 3 лучших. Если говорить по инфраструктуре, 65 АГНКС – это как раз наилучший показатель в Российской Федерации. То есть на 2-м месте Ростовская область и дальше пошла. И работа как раз идет на личном контроле у Ради Фаридовича. Есть дорожная карта по всем муниципальным образованиям, где идет переоборудование, либо закупка техники. И вот как раз он тоже интегральный показатель, где в совокупности смотрим. Нам он дает как раз посмотреть, где мы что-то должны доработать, где-то привлечь дополнительные средства. Сегодня на этот год у нас запланирован ввод еще 7 новых объектов АГНКС. Поэтому работа такая масштабная, и будем ее продолжать. Ну, давайте с вами подытожим. У нас получается это и газомоторное топливо, и, соответственно, беспилотная летательная авиация. Что-то еще? Вот есть какие-то перспективы для республики в промышленном секторе? Здесь, если брать, то есть мы сегодня работаем активно на создании инфраструктуры. Это площадки особой экономической зоны, это ТАСЭРы, это у нас как раз индустриальный и технопарк. Ряд соглашений был заключен как раз по включению наших площадок по 316 постановлению Минэко России, привлечение средств на создание как раз индустриальных парков. Предприятия, которые сегодня мы подписываем соглашение, опять же, для вхождения предприятий из других субъектов в особую экономическую зону, либо в территорию опережающего социально-экономического развития. Вот вчера, если взять соглашение с Томском, как раз показывает, что наши предприятия заказывают науку в томских университетах, получают на это деньги по НИОКРу, заходят в нашу особую экономическую зону, либо в ТАСЭР, и получается уже производство. И вот такая совокупная работа как раз проходит в том числе на Питерском международном экономическом форуме. По
потому что я как бы еще вице-премьер, курирую торговлю, то есть ряд соглашений было заключено по созданию оптово-логистических центров. И сегодня эта работа, она идет в республике такими прям серьезными темпами. И у нас задача до конца года определить те площадки перспективные, где мы будем создавать либо логистические центры большие, либо как раз создавать придорожный сервис. Работа с маркетплейсами. То есть то, что сегодня мы работаем с Озоном, тоже пообщались. Есть уникальный проект, на который мы должны как раз доносить до наших продавцов, чтобы они заходили и больше как бы отрабатывали с маркетплейсами. И вот я говорю, направление, учитывая, что Петербургский международный экономический форум, вот направления разные. Но по каждому есть определенные результаты, которые все-таки будут монетизированы, будут налоги дополнительные в республику, рабочие места, ну и, соответственно, жизнь наших людей будет намного лучше. Благодарю, Александр Николаевич, за беседу. А я напомню, у нас в гостях был заместитель премьер-министра правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шильдяев. До свидания и оставайтесь с нами.